Меня зовут Федосий Заровняев. Родился я в селе Тимгулю, это Микогаланский район. С 7 по 11 класс я занимался в кружке живопись. И после 11 класса я поступил в художественное училище имени Петра Петровича Романова. 5 лет учился, получается. И после окончания поступил в Красноярский художественный институт. В прошлом году закончил. Вообще-то мне все интересно, наша культура, это традиционная культура. Это всегда мне было интересно. И то, что было в прошлом, это легенда, шаманизм и сказки. Мне все художники нравятся. А в последнее время смотрю работы старых мастеров, раннее возрождение. Если назвать Джотто, допустим, Пьеро Делла Франческо, Паоло Учелло, и нидерландские художники. Перед тем, как начать новую работу, я всегда смотрю, листаю. Вообще-то сложно сказать на эти темы про будущее, тем более через 100 лет. Насчет искусства, я думаю, всегда будет искусство, потому что искусство помогает нам жить, дает какие-то ориентиры, жизненные ценности, какие-то, развивает нас духовно. Через 100 лет что будет в будущем, это не знаю, если будет большой прорыв в науке или в медицине, если мы будем жить вечно, допустим, если мы не будем стареть и так далее, не знаю, искусство тогда перестанет существовать, наверное. И также и религия, мне так кажется. Это будет плохо, мне кажется. Будет, наверное, большой хаос. Мы, наверное, перестанем сочувствовать, переживать. Эта работа свежая, написана в этом году весной. Но когда объявили, что в этом году не будет нашего праздника, большого праздника СЭХ, и мне как-то захотелось через своим творчеством порадовать своих близких, своих зрителей. Меня зовут Екатерина Суржанинова. Я родилась в поселке Черский Нижнекамского района, но уже с 2000 года живу в Якутске, училась в Якутском художественном училище. В одно время я заинтересовалась своим происхождением. Когда находишься вдали от родины, скучаешь, и я стала узнавать, интересоваться этнографией, историей. Вообще в целом интересен человек, антропология, также его место в природе, и со стороны психологии тоже интересует природа его поступков. Это стараюсь в своих работах передать, то есть проложить какой-то мост из прошлого в настоящее. С технической точки зрения мне интересно изучать работы Михаила Старостина, вдохновляет творческий путь Афанасия Осипова. И в последнее время я заинтересовалась современным искусством XX века, как она начала зарождаться. Я думаю, что представить искусство через 100 лет, нужно сперва представить, каким будет мир в то время. Сейчас идет такой острый вопрос правильного распределения ресурсов, и человечество идет к какой-то глобализации. Думаю, также художники будут искать какие-то новые способы передачи. А вот насчет тем, думаю, темы не особо изменятся, так как 100 лет — это слишком мало для людей в целом, чтобы измениться. У юкагиров верхнеколымских была традиция пиктографического письма. Мужчины, они писали пиктографические письма, у них были скорее такие маршрутные, где они прокочевали, где охотились, где рыбачили. А у женщин было любовные письмена. Так как в традиции юкагиров первым на словах должен был признаться мужчина, поэтому женщины писали письма, и каждый символ здесь что-то значит. На этой картине изображены парень с девушкой, где девушка рассказывает о своей печали, о своей любви к парню, который ушел далеко и нашел другую женщину. Меня зовут Мира Аргунова. Я студентка 6-го выпускного курса отделения «Станковая живопись» Арктического государственного института культуры и искусств. В данный момент меня больше всего поглощает работа над моей дипломной работой. Поскольку я сейчас на 6-м выпускном курсе, то вся моя деятельность сейчас направлена на создание этого произведения. Как известно, выпускная дипломная работа должна показать
мастерство художника, выпускающегося с факультета, показать, чему он научился за 6 лет. Я работаю уже несколько лет над серией картин «Якутские пословицы и поговорки». И надеюсь, что комиссия утвердит это в качестве моей темы. Надеюсь, что мне удастся передать всю соль якутских пословиц и поговорок. Меня очень вдохновляют преподаватели нашего Арктического государственного института культуры и искусств. Как вы знаете, на нашей кафедре работают все звезды якутской живописи, такие как Джоусан Афанасьевич Байтунов, Марьяна Михайловна Лукина, Михаил Гаврильевич Старостин, Юрий Васильевич Спиридонов, Наталья Васильевна Николаева, Мария Афанасьевна Рахлеева. Ну и я думаю, вы вообще знаете всех наших преподавателей. И мне повезло, что я не только могу научиться, глядя на их произведения, но и могу спросить у них совета лично. И это, безусловно, меня очень вдохновляет и заставляет двигаться вперед. Я думаю, что искусство будущего обязательно будет неординарным, отвечающим духу времени, выражающим все потребности, интересы того общества, которое будет существовать на тот момент. На этой выставке представлено 2, я думаю, лучших моих работы на сегодняшний день. Обе картины написаны с натуры. Вот эта картина в Якутске -44 была написана мной зимой. Строители как раз начинали только стройку буквально под окнами моей мастерской. Картина написана в суровом стиле, то есть это такой творческий эксперимент, специально такие сдержанные холодные тона, чтобы не только динамика и композиция были интересны, но и вообще картина передавала весь холод якутской зимы, несмотря на который вот эти труженики продолжают свой нужный созидательный труд. Кстати, эта работа была включена в финальную выставку Всероссийского фестиваля «Время вперед», фестиваля позитивного искусства, и экспонировалась в Московском отделении Союза художников на Беговой 7 в Москве. Вот эта работа — портрет премьера Государственного театра оперы и балета Сарайла Афанасьева, написана мной в этом году. И она, как бы, можно сказать, написана в противовес этой картине. То есть, если эта картина такая морозная и холодная, то вот этот портрет написан специально в теплых тонах. Он примечателен не только тем, кто изображен, что здесь изображен талантливый, можно сказать, гениальный артист, которым гордится вся наша республика, но и тем, как написана эта картина. Я несколько лет изучала технику старых мастеров, сделала несколько копий и написала, надеюсь, что близко к технике Сандро Боттичелли. Мы работали очень долго, и, надеюсь, мне удалось передать тонкую, ранимую душу талантливого артиста. Я надеюсь, что строгий зритель и профессионалы оценят по достоинству мои работы. Родом я с Чурапчи, с Чурапчинского района. Так вырос в городе Мирном. Косторезное дело осваивать начал как хобби. У меня всегда была тяга с детства там, к лепке, к рисованию. И вот в такой форме сейчас вот преобразовалась в косторезном деле. В Мирном начал, открыл мастерскую, взял субсидию на инструменты. И вот так пошло там через Центр занятости населения. Сейчас уже работаю в Якутске, здесь мастерская своя. Мне более интересно реализм и какие-то академические формы более. Поэтому и в своих работах стараюсь как-то так, не упрощая. И, это уже отходит чуть-чуть от традиционной якутского косторезной школы. Поэтому в таком направлении я двигаюсь. Вдохновлялся я нашими современниками в косторезном деле. Это Иосиф Эпштейн, Дмитрий Городецкий, Олег Лохов. И по сей день их работами вдохновляюсь. Есть
чему учиться у них. Я думаю, искусство будущего, если так глобально посмотреть, будет развиваться в двух направлениях. Как бы, классическое, ну, это изобразительное искусство, там, скульптуры, либо уже с применением каких-то технологий, там, ЧПУ, 3D-принтеры, какие-то визуализации. Ну, в таком свете. Ну и все равно, то, что у нас сейчас многие вещи делаются машинным образом, да, это будет наоборот отражаться, что сделано вручную, там, человеком изображено, там, это будет больше цениться. Вот, работа Нургумбатур, вот, советовался с нашими кострезами, и вот они посоветовали, ну, что-то сделать, связанное с народной якутской культурой. Здесь взял эпос Нургумбатур стремительный, ну, и изобразил, соответственно, там сцена была, сражение с Абага, вот такая, и Нургумбатур. Ну, вот эта работа в направлении анималистики просто выполнила некий сюжет.